Добрый вечер, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня мы с детьми приехали в лес, посмотреть, растут ли грибы. Уже третье место подъезжаем. Искали, нигде ничего нет, кроме ядовитого гриба какого-то, и все. Вот уже желтеют листья, разноцветные цвета, уже осень. Сегодня тепло, но есть ветер. Сейчас поедем с 4 место. В этом году, конечно, не будет грибов, потому что засухи были. Дождей не было, поэтому, наверное, и грибов-то нет. А в лесу какая красота, воздух свежий. Если даже грибов не соберем, можно подышать свежим воздухом. Владик пошел в музыкальную школу, не смог приехать в лес, а Кирюша занимается уроками, потому что у него в этом году ОГЭ, самостоятельно занимается он, чтобы сдавать экзамен. Старательный мальчик. Приехала с Юлией и с девочками. Подъехали в другое место. Посмотрим здесь. Прогуляемтесь, мои хорошие, со мной в лесу, на свежем воздухе. Помогите мне, пожалуйста, искать грибочков. Пока листья не падают. Наверное, к концу сентября будет падать. Нет, абсолютно ничего нет. А это что за гриб? Маленький какой-то. Я не знаю, что. Это Юля знает. Покажу я ей. А может, и она не знает. Не знаю. Так-то она много грибочков знает. Я знаю белые грибы, белые грузди, сыроежек, лисичек, волжанки знаю. Потом еще какие грибы есть. Черные грузди сказала я. Опять тоже путаю ложными опятами. Тоже у меня муж очень даже хорошо разбирался в грибах. Он родом из Горького, Горьковская область. Сейчас Нижний Новгород. Когда мы поженились с мужем, его бабушка Нюра, нас позвала в гости в деревню. Сейчас Нижний Новгород, там дальше Борский район, деревня Плотинки. Вот мы поехали туда. В следующий день пошли за грибами. А там столько грибов. Красота. А бабушка дала мне красивую корзину. Я постоянно вспоминаю. И с мужем пошли недалеко, прямо за домом почти, собирать грибы. Лес рядом был. А я говорю, как их собирать? Он говорит, какие тебе нравятся, таких и собирай. Я говорю, я в них не разбираюсь. Ну, ты, говорит, собирай. Он немножко в одну сторону, я в другую сторону пошла. Я набрала целую корзину. Прихожу к нему и показываю, говорю, о, у тебя, говорю, что-то ты мало набрал, а я, говорю, полную корзину. Ну, у нас-то грибов не собирали почему-то. Сейчас собирают. А он говорит, о, молодец, говорит, умница. Опрокинул мне корзину и начал разбирать. Это съедобное, это нет, это съедобное, это нет.
у меня чуть-чуть грибов оставил в корзине. Вот так мы с ним грибы собирали. А потом уж немножко начала различать. Вот один гриб есть. Вот таких много тут есть. Немного, но есть. Попадаются. Тоже несъедобные. Что-то нет грибов в этом году. Наверное, тоже нет. Абсолютно нет. Ну ладно, прогуляемся немножко. Подышим лесным воздухом. Береза валяется. Сгнила, наверное. По этим местам же мы с мужем много ходили, собирали грибы. Но в основном он сам собирал. Я редко с ним ездила. Я перерабатывала. Мыла, замачивала, чистила, отваривала, солила, жарила. Что только не делали. Ой, много он собирал. Он грибов не очень-то любил. Он собирать у нас любил. Ему хорошо было, когда он грибы собирал. Он успокаивался. Он говорит, так мне в лесу хорошо. Ну, конечно, хорошо. И мне в лесу очень даже хорошо. Какая красота. Воздух хороший. Ветра нет здесь. Вон листья чуть-чуть шевелятся. Клен вот. Клен много здесь. И липа. Нет, абсолютно грибов нет. Ну ладно, зато прогулялись. Давно не выезжали в лес. Что-то в этом году редко приходилось. То лень было снимать, то не выезжали. Завтра, наверное, поедем в деревню к сестре Саиме. Там тоже в лесу посмотрим. Может, там что-нибудь найдем. Наверное, нет, навряд ли. Посмотрите, мои хорошие, какая красота. Так все тихо. Никого нет в лесу рядом. Никого абсолютно. Вот еще какой-то гриб нашла. Но это тоже несъедобный. Вот так, мои хорошие. В этом году мы без грибов будем в магазине покупать. Как спокойно. Даже вон ветер перестал. Чуть-чуть. Чуть-чуть листья шевельнулись и перестали. Красота такая. Вон березы, как невесты. Мое любимое дерево — это береза. Не знаю, почему-то они мне нравятся. Я сравниваю их невестами. Ой, где-то что-то шевелится. Ку-ку. Всем привет. Нашла что-нибудь? Нет, ничего не нашла. Вот, ничего нет. В этом году будем в магазине покупать грибы. Шампиньоны. Шампиньоны, да? Ну ладно, сейчас домой поедем. Дети в машине сидят, наверное, уже. Раз грибов нет, и детишкам не интересно, да? Угу.
Решили в машине посидеть уже. Да, устали ходить. Ну, зато свежим воздухом подышали вы. Да, я вот тоже говорю, свежий воздух. Ну что, мои хорошие, мои любимые, вы тоже с нами гуляете, да? Вот я вам показываю осенний лес. Природа красивая. Все еще в основном все зеленое. Помните, я вам показывала, когда с сестрой ездили за ягодами? Лес совсем голый был. Вот после дождя вот эти шелкопряды, они исчезли. Заново распустились листья. И в лесу стало красиво. Даже вот дожди были сколько дней, да? И здесь земля сухая, вот сухая. Откуда будут грибы? Не будут засухи грибы. Ну ладно, зато мы отдохнули, подышали свежим воздухом. Дианочка у нас заснула. Вот какие красивые места я вам показываю. Красота. Зато я вот березовый веник собирала, хоть один веник. Но немножко есть, конечно, липа. Липу тоже можно вместе с березами собирать. И можно париться. Даже я могу сделать на 2 веника. Вот красота какая. Всем привет. Че, стесняешься? А Диана совсем спряталась. Устали? Немножко устали? Ну да. Ага, ладно, сейчас домой поедем. Ну, на этом я свой маленький ролик заканчиваю. Всем желаю здоровья, удачи, семейного благополучия и мирного неба над головой. Всем пока-пока. До следующих встреч.